Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 31 марта. Это у нас будет с вами понедельник. Смотрим мы на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки, начиная с овнов. Понедельник, 31 марта. События дня. Овны, покажите мне, что там у них будут за события. Так, смотрим. Сразу же и цветочек. Первое событие хорошее. Машина. Ключ нельзя. Кровать. Шарики. Замочек. Месяц. Корону нельзя соединить. Нет, нет, нет. И здесь не вижу. Но в принципе у вас все события хорошие выпали. Овны. Значит, смотрите, первое, вообще шикарное, цветок — это исполнение желания. Дальше поездка может быть, очень радостные новости вы можете получить. Может открыться какая-то тайна, секрет, может быть интимная связь, кровать. И месяц показывает события, которые имеют какой-то цикл, цикличность, цикличные. Так что, в принципе, у вас тут все хорошо. Ну, единственная тайна, тут вопрос, да, что это за тайна, приятная, неприятная. А так, замечательный день. Видите, бывает, это иногда пишут, нет, вот все только плохо, плохо. Бывают и хорошие дни у нас с вами. Так, хорошо, переходим дальше к тельцам. Тридцать 31 марта. События дня, тельцы. Тайная встреча. Два кольца. Такое ощущение, что здесь что-то есть, а я не вижу. Может быть, это флаг. А мне казалось, что здесь где-то. Так, ага. Свиток еще есть. Угу. И есть удача. Подкова. Ну, пока все хорошо. Сейчас мы проверяем горизонталь, вертикаль. О, цветочек есть. Слушайте, какой хороший день. Так, 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 так. О, чашечка чая есть. Тоже хорошо.
Прелесть. И здесь нет. Значит, смотрите. Шикарный день. Показывает, что могут быть гости. Может быть, причем тайная встреча. Возможно, вы пойдете кому-то в гости, допустим, и скроете этот факт. Дальше исполнится желание, вам будет сопутствовать удача в этот день. У вас может быть деловая встреча, которая пройдет очень результативно для вас. Победа, встреча. Так что вот так. Ну, если у вас какие-то там важные разговоры, может быть, там подписание документов, может быть, там какой-то экзамен. Очень хорошее сочетание карт. Шикарный день, тельцы. Благодарю за внимание и переходим дальше к близнецам. Близнецы. Смотрим, что у вас. 31 марта. Близнецы. События дня. Угу. Но у вас есть 2 меча. Это может быть конфликт, ссора. Месяц. Возможно, это будет конфликт с человеком, с которым вы очень часто ругаетесь. Месяц может показывать, что вы там постоянно не можете что-то поделить. Дерево. Угу. Тайная встреча. 2 кольца. Мешок нельзя. И здесь не вижу. Получается, у вас всего 4 события. Первое предупреждает о том, что вы можете с кем-то поругаться в этот день или быть свидетелем конфликта. Будет событие, которое имеет цикл, происходит там раз в какой-то промежуток времени. Приглашение будет и тайная встреча. Вот такие события. Ну, из предупреждения конфликт. Нужно постараться избежать ссоры. Благодарю за внимание. Переходим к ракам. Раки. 31 марта. 31 марта. События дня. Раки. Понедельник. Покажите мне, как у раков пройдет понедельник. Ничего не вижу я пока. Ничего не нашла. Проверяю горизонталь, вертикали. Такое очень редко, но бывает. Угу. Ну, вот одно событие. Я вижу замочек только. Сейчас смотрю дальше. Здесь нет. Ага, есть еще корабль.
Дальше здесь нет, здесь нет. Нет, и здесь нет. Но я нашла только 2. Если вдруг вы что-то где-то увидели, в принципе, тут событие подписано в этой колоде. Можете посмотреть значение, или если не видно, допустим, может быть, вы на телефоне смотрите, в комментариях можете мне картинку написать, я вам напишу значение. Я нашла только ожидание, какой-то, знаете, как будто день весь в ожидании. Ожидание выпало и, прошу прощения, болею еще. Замочек, это откроется, может быть, какая-то тайна, секрет. То, что было от вас скрыто, выйдет наружу. А так, в принципе, не особо хорошего ничего не выпало, да и плохого. Такой вот, знаете, себе нейтральный день. Благодарю за внимание и переходим дальше к львам. Так, 31 марта. Львы. Покажите мне, пожалуйста, информацию для львов 31 марта. Львы, смотрим. Колодец. Ключ. Подсвечник. Цветочек. Либо второй вариант дерева. Можно еще тоже, видите, так соединить. Так что первым увидели? Я цветочек. Если вы увидели дерево, тогда будет приглашение. Горизонталь, вертикаль не нашла. 4 совпадения. Значит, первое негативное показывает, что, возможно, во что-то может очень сильно опечалить, разочаровать. Колодец — это сильные глубокие переживания. Причина не знаю. Рядышком ничего не выпало. Может быть, даже это вас не будет лично касаться. Также в этот день выпадают надежды. Ключ показывает, что день может быть очень важным для вас, таким особенным. Или это день, когда, в принципе, все будет складываться для вас удачно. Для вас нет никаких преград в этот день. И также плюсиком еще есть исполнение желания. Интересно, что цветочек выпал уже, по-моему, 3 знаком из 5. Представляете? Он вообще редко выпадает, а это прям вот желание, исполнение желания. Такое ощущение, что может быть какое-то общее желание исполнится. Ну, сейчас посмотрим еще, что у нас впереди. Сколько это? 7 знаков еще впереди. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. 31 марта. Девы. События дня.
Девы, первое событие – флаг. Череп. Бокал. Книга. Цыпленка нельзя. Ножницы есть. И здесь нет. Значит, смотрите. В целом день очень-очень классный. Да, вы не исключение, у многих знаков. День хороший, хорошие события. Ну вот за исключением только черепа. Потому что выпала победа. Победа в делах плюс ножницы. Это разрешение ситуации, отрезание. Да, вот когда решается вопрос раз и навсегда. Вашей победой. Плюс выпадает казенный дом. Это какое-то госучреждение. Вот казенный дом вместе с ножницами – это отрезать себе какой-то листик. Да, то есть получить какой-то документ, справку и так далее. Что-то вот решить, какие-то вопросы, связанные с бумагами. Поэтому вот это очень хорошее сочетание. Казенный дом, победа, ножницы. Либо это может быть больница, если, например, брать болезнь, здоровье, больница, может быть, вы идете в больницу или там, допустим, какое-то лечение в этот день будет, какие-то процедуры, то опять же эти два события могут показывать, что все должно пройти очень удачно, успешно. И плюс еще выпадает бокал, застолье, ну тут скорее просто хорошо где-то пообедаете, поужинаете, посидите, хорошо проведете время. Так что вот такой замечательный день. Ну вот вопрос только по болезни, как она проиграется. Плохим самочувствием или это просто какие-то процедуры, которые запланированы. Ну, будем надеяться, что это не болезнь, а наоборот выздоровление, восстановление. Благодарю за внимание. Я перехожу к весам. Весы, 31 марта. События дня. Так, весы. Смотрим. Понедельник. Как он у вас пройдет? Угу. Первое событие — змея. Мы сейчас посмотрим, что рядом с ней выпадет. И вообще выпадет ли что-нибудь. Подарок. Поэтому, скорее всего, наверное, эту змею бояться не надо. Раз рядышком с ней подарочек. И казенный дом. В казенный дом с подарком пойдете. Или там, может быть, получите. Скользкое дело. Чтобы в казенном доме провернуть какое-то скользкое дело, нужен подарочек. Можно вот так вот прочитать, да, какой-то змее. Подарок подарить и что-то хитренькое сделать. И прибыль, доход. И получить доход. Но тут прям какая-то афера. Цветочек тоже вам выпал. Слушайте, в этот день практически у всех знаков, ну там у некоторых только не выпал цветок. Какое-то, мне кажется, будет общее исполнение желания. Так. Ну, горизонталь, вертикаль я не нашла.
Получается, что я у вас здесь вижу? Называю отдельно, не буду придумывать историю, хотя я уже, да, придумала. Значит, если брать по отдельности события, змея говорит о том, что, возможно, контакт, встреча, общение с человеком, у которого может быть такой достаточно ядовитый характер. Но, опять же, не всегда эта змея, она нам опасна. Это у нее к нам может быть, допустим, какое-то хорошее отношение, но такой характер. Подарок в этот день будете получать или дарить, но в руках будет какой-то подарок, презент, все что угодно. Казенный дом – это госучреждение, исполнение желания, финансовая прибыль и скользкое дело. Рыба показывает, что либо вас будут втягивать в какую-то историю такую хитрую, но иногда это и мы тоже. Скользкое дело может показывать, что и мы какие-то придумываем там лазейки, хитрости, чтобы решить свои вопросы. Так что тут вот для вас предупреждение на этот день. Весы. Это рыба и предупреждение змея. Благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам. Так, скорпионы. 31 марта. Скорпионы. События дня. Понедельник. Как пройдет у скорпионов в понедельник? Первое, что я вижу, это дорога. Тут еще, видите, можно было сделать весы, но я что увидела дорогу. Если вы увидели весы, тогда у вас проиграется выбор. Подарок. Встреча. Деловая встреча, подарок. Гости нельзя. Тайная встреча. Возможно, вот эта встреча будет тайной. Бокал. Встреча. Бокал. Кафе, ресторан. Нет, тут, скорее всего, с друзьями, видите, выпадает. Друг и бокал. Какая-то дружеская. Посиделка. Подождите, что я делаю? Здесь же нельзя, здесь же у меня же тайная встреча. Я не могу соединить. Очень захотелось, понимаете, друга соединить. Так, а если сильно хочется, да, то все можно. Ну что, поехали, проверяем горизонтали, вертикали. Домик еще есть. Да что такое не берется? Здесь смотрим, нет, здесь нет, нет, змея. Дорога, змея. Возможно, в транспорте с какой-то змеей будете. Так, либо на дороге змея будет. Ну, змея в плане, может быть, кто-то, вот если вы там ведете свою машину, это такой водитель какой-то не очень приятный. Цепь. Так, и здесь нет. Получается... что я там сделала? Вам, наверное, ничего не видно, да, получается? Сейчас чуть-чуть камеру подвину, потом верну. Значит, смотрите, что я вам тут понаходила. Змея, встреча, общение с человеком, у которого длинный язык. Нерешенный вопрос, может быть, это минус на понедельник. В понедельник какой-то вопрос не решится. Сейчас, где ножницы? Не вижу вторую половинку, не вижу. Вот вижу. Ну, в принципе, не так и далеко не друг от друга. Возможно, скоро этот вопрос решится. Дальше поездка, деловая встреча, подарок, тайная встреча, домашние дела. Скорее всего, по дому тоже будете какие-то вопросы решать. И застолье в этот день. Из минуса получается змея и нерешенный вопрос.
Вот такая информация для вас, скорпиончики, на понедельник. Благодарю за внимание и переходим дальше к стрельцам. Сейчас будем смотреть, что у стрельцов. Тридцать 31 марта, понедельник, события дня. Первое событие весы. Шарики. Месяц. Замок. Корона. И лебедь. Без короны лебедя не увидела. Маска еще также есть. Здесь нет. Получается, в этот день первое событие – это хорошие новости будут, радостные. Будет событие, которое имеет цикл, цикличность, Луна. Откроется какая-то тайна, видите, обман, маски будут сорваны. Какой-то обман откроется. Вы узнаете правду о ком-то, скорее всего, о том, что, может быть, человек как-то долгое время вас обманывал. Выбор. И рядом, интересно, что рядом с обманом ложится выбор. Возможно, потом придется принимать решение, что делать с этим человеком. Общаться, не общаться, работать, не работать. Ну, хотя, конечно, может этот выбор чего-то другого касаться. Ну, как вариант, рядом выпали. Обман, выбор. Дальше встреча, общение с каким-то влиятельным человеком, корона. И верность показывает, что все хорошо будет в личной жизни. Может быть, даже какое-то событие совместное. Вот такой вот день. Из минуса, получается, у вас будут сорваны маски в этот день. Кстати, иногда проигрывается, что это наша маска. Если вы от кого-то что-то скрываете, то как вариант это может быть и ваша тайна откроется. Тоже нужно не забывать, что так тоже бывает. Поэтому лучше никогда ничего не скрывать. Все тайное становится явным. Смотрим дальше. Козероги. 31 марта. Козерожки, понедельник. События дня. Угу. Сразу же выпадает сундук. Замечательно. Сундук это все. Ага, и рядышком еще и флаг. Супер. Ну, это уже не супер. Колодец. Дерево. Чемодан нельзя.
якорь. Интересно у вас получается начало дня активное, потом опа и якорь, стоп. Угу. Проверяю, значит, смотрим. Нет, нет, нет. Есть еще и обман здесь. Кстати, обман, деньги. Будьте очень осторожны. Такое себе сочетание. Гость еще есть. Смотрим, значит, конфликт также. Кстати, тут может быть победа в спорах, в конфликтах, в соревнованиях. 2 меча. Это всегда 2 человека и ваша победа. Угу, здесь нет. Значит, смотрите, видите, прям один ряд очень активный. Допустим, какой-то промежуток времени будет у вас очень активный, там несколько часов. Тут получается и деньги выпали, и какие-то споры, соревнования, победы, обман, приглашения, разочарование. То есть тут все подряд будет. И радости от побед, и разочарования от обманов, понимаете, все за несколько часов. А потом якорь показывает, что, допустим, большая часть дня вообще ничего не происходит. Просто. То есть такое ощущение, что, допустим, там с 8 до 10 вот такое вот кутерьма вот такая, а потом ничего не происходит, и вечером уже там в конце дня может быть гости. Так что вот такая информация для вас. Но утро у вас будет тут очень яркое. Из предупреждений конфликт и обман. Может быть, конфликт будет из-за обмана, как вариант. И разочарование, видите, выпадает. Что вы будете разочарованы в том, что узнаете, услышите правду о ком-то или о чем-то. Так что вот такое предупреждение для вас, козерожки. Благодарю за внимание. И переходим к водолеям. 31 марта, водолеи, события дня. Угу. 2 меча выпадает на понедельник. Деньги. Друзья. Корона. Конфликт и корона. Поругайтесь с кем-то очень таким важным и серьезным. И метла, ссора. Возможно, ссора, перерастающая прям в острый конфликт. Дом. Молния. Цветочек. Так, здесь не вижу. Получается, значит, смотрите, у вас в этот день может быть скандал, ссора. Давайте, ладно, хорошо, не будем. Буду отдельно говорить. Выяснение отношений, скандал, ссора, какие-то финансовые вопросы можете решать, общение с друзьями, получение новостей, информации, скорее всего, в электронном виде, домашние дела, исполнение желания, встреча, контакт, общение с влиятельным человеком. В принципе, и все.
Вот такие события. Из минуса получается ссора и конфликт. 2 предупреждения на понедельник. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Рыбы. Тридцать 31 марта. Рыбы. События дня. Понедельник. Чемодан. Интимная связь. Цветок. Угу. Тоже вы не исключение, слушайте. Получается, вы последний знак, вот из 12 знаков, вот даже интересно посчитать, наверное, 8, точно, 8 знаков выпал цветок. 8. Он обычно выпадает там раз в несколько дней. Прям удивительно. Желание, исполнение желания практически у каждого человека. Мне кажется, это какое-то общее желание. Это ж такое вообще редко, ну, не знаю, я такое не помню, когда такое было. Чтобы он выпал практически каждому знаку. Интересно, что это будет в понедельник. Так, машину нельзя. Угу, бокал есть. И бокал тоже у многих выпал. Казалось бы, понедельник. Радость. Так, я не вижу. Нет, нет, нет. И здесь нет. Получается, в этот день что выпало? Временная разлука, расставание с кем-то. Допустим, кто-то там приехал, уехал, гости. Кого-то провожаете, может быть. Допустим, там человек уезжает в командировку к родственникам. В общем, чемодан будет у вас перед глазами. Интимная связь может быть. Исполнение желания может быть. Очень классное, веселое настроение, позитивное. Застолье. Ну, это не обязательно прям на 20 человек. Там где-то, может быть, там с кем-то посидели вдвоем. Хорошо время провели. И ключ показывает, что день будет очень важным. 31 марта. Таким особенным каким-то. Ну, в принципе, все события хорошие в этот день. Вообще день хороший. Вот все знаки я посмотрела. Там, ну, есть там у некоторых знаков там какие-то ссоры, конфликты, ну, такое. Ничего серьезного. Так что нас ждет хороший денек. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.